Наступил последний рабочий день марта, 29 марта, повторюсь еще раз, марта. На календаре пятница, это «Утро Якутии». Вместе с вами начинаем наступивший день. Дарья Анкехова, Павел Танин. Вновь заготовила наша команда, нашей программы огромное количество всего интересного, познавательного. Все для того, чтобы вас разбудить и настроить на продуктивный день. Мы, как всегда, желаем всем нашим любимым телезрителям доброго утра и хорошего рабочего дня. Ну и предлагаем просыпаться вместе с нами каждый день в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Потому что с нами не просто интересно, с нами еще бывает зачастую полезно, а еще с нами бывает иногда и очень весело и позитивно. Да, вообще всякое бывает. Ну и один из таких очень приятных моментов этой недели – Это подарочки, конечно, в честь 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые уже вот этим летом на родине игр в городе Якутске пройдут с 25 июня по 7 июля. И всю неделю, и прошлую неделю наши коллеги тоже, мы готовы подарить подарок. Сегодня это будет шопер. И чтобы его получить, вам нужно просто ответить правильно на вопрос в нашем телеграм-канале. А вопрос мы сейчас еще и здесь озвучим, и на экране даже покажем. Итак, внимание на экран. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Сколько видов спорта было в программе первых игр «Дети Азии»? Обратите внимание, что нас интересуют только первые игры «Дети Азии» и сколько видов, то есть цифру назовите. Ничего сложного нет. Пожалуйста, отправляйте ваши правильные ответы на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. Если вы еще не подписаны, быстренько это делаем, подписываемся, находим вопрос, он там продублирован, и, пожалуйста, отвечаем. Первый, ответивший правильно, получает от нас памятный презент в виде шопера с логотипом игр «Дети Азии». Да, символика игр, то есть официальный мерч. Где вы еще такое возьмете до начала игр непосредственно. Ну а по традиции эфир уже начнем. И начнем мы с информации о том, что же у нас там за окном творится. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 13 градусов. В заречной группе 10-18 ниже 0. В южных 17 градусов мороза. В Вилюйской группе 23-30 градусов со знаком минус. В Нижнеленских до минус 20 градусов. В западных районах 15-28 ниже 0. В Колымын-Дигирской группе Улусов 7-21 со знаком минус. В Янских ожидается до минус 28, на северо-западе 32, ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ожидается до минус 9 градусов. Ну а дневные температуры в Якутске, во всяком случае, уже совсем весенние, прям такие комфортные, приятные, радостные. Ну, это же здорово. Да, действительно, есть возможность уже и погулять свободненько, да, и ребят после детского садика, так сказать, на площадке прокатить, да, выгулять. Да. Ну и, собственно, конечно, больше времени проводить на свежем воздухе. Да, и свежим воздухом дышать. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Предстоящий в этом году пожароопасный сезон, как ожидается, будет сложнее, чем в 2023 году, однако ряд регионов не полностью готов к нему. Им поручено в ближайшие 2 недели устранить выявленные надзорными органами недостатки. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В этом году объем финансирования из федерального бюджета составил более 17,5 миллиардов рублей. Средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Более 100 тысяч человек пройдут бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Первые несколько тысяч образовательных программ уже опубликованы на портале «Работа России». Заинтересованные в обучении люди уже могут направить заявки на их прохождение. С этого года программа обучения расширилась. В этом году появилось несколько новых категорий участников. Подать заявку могут люди с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Кроме того, по приоритетным направлениям подготовки и профессиям смогут обучиться граждане, обратившиеся в службу занятости за поиском работы. С
Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 11% зарегистрировали в республике. Всего зарегистрировали 7 тысяч случаев ОРВИ, что выше эпидпорога заболеваемости по совокупному населению на 7,9%. За прошедшую неделю в структуре положительных находок отмечается преимущественно циркуляция вирусов негриппозной этиологии. В Якутске прошло подписание соглашения о сотрудничестве между ДСАФ России по Якутии и Анабарским улусом. Так, на территории последнего откроется первое в республике местное отделение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Как отметил глава Анабарского улуса Эдуард Платонов, школьники активно участвуют в различных патриотических мероприятиях, например, в военно-спортивных играх «Снежный барс». С подписанием соглашения таких мероприятий станет больше. В рамках встречи состоялась экскурсия по музею добровольческого общества, где ребята узнали информацию о трассе Алсиб. В будущем планируется открытие местных отделений ДСАФ по всей Якутии. У нас уже действует юноармейское движение по всем 3 школам, поэтому мы уже первый шаг к этому сделали направление, да, и будем дальше наращивать вот это движение, скажем так, да. А так в целом у нас 3 класса полностью вошли, скажем так, в юноармейское движение. 3 класса, среднее звено, там у них все имеется, все там обмундирование, все формы закуплены. Гости. Во Дворце детского творчества прошло торжественное закрытие 3-х межрегиональных юношеских научных чтений. Участники получили награды по 8 направлениям. В этом году проекты детей были социальными. Чаще всего участники отмечали экологические проблемы. Также во время судейства спикеры отметили особое направление – дистанционного зондирования Земли, где были использованы спутниковые съемки на расстоянии. По словам самих участников, такие съемки позволят решить ряд глобальных вопросов. Очень интересные работы были. Дети с помощью спутниковых съемок ищут, допустим, несанкционированные свалки, также проблемы загрязнения рек разбирают. Очень интересные работы. Также их отметил Московский следственный комитет. И дети с каждым годом все сложнее и интереснее создают проекты, именно связанные с дистанционным зондированием Земли. Кочующий музей готовится отправиться по 6 городам Золотого кольца России осенью этого года. В рамках поездки планируется проведение интерактивной выставки музыкальных инструментов «Чарующие звуки предков», показ документального фильма «Кочующий музей» режиссера Милы Кудряшовой, мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции из костей и дерева, арт-встречи, концерты виртуоза по игре на кырымбе, хамусе и этнопевицы. По словам руководителя проекта Марии Корниловой, «Кочующий музей» способствует сохранению и развитию языкового и культурного кода коренных народов, популяризации их самобытных традиций и уклада жизни через креативных деятелей культуры и искусства. Ну и наступила весна, и в это время года обновляется не только природа, перемен хочется всем нам. Многие планируют ремонт, кто-то приобретение недвижимости. Вот накануне Дарья моя Анкехова, коллега, в этой же студии встретилась с представителями строительной компании, узнала о современных тенденциях, да, в сфере вообще недвижимости. Давайте узнаем их тоже вместе с вами. Для каждого будущий дом или квартира – это важный шаг и приобретение в жизни. Поэтому так важно не ошибиться в выборе. Сегодня мы поговорим о преимуществах покупки квартир в новостройках и особенностях современного жилья. Наши утренние гости – это Евгений Верещагин, коммерческий директор жилого квартала «Ленские высоты», и Айсена Данилова, менеджер жилого квартала «Ленские высоты». Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, конечно, будет такой самый актуальный, да? Что же все-таки выгоднее и разумнее выбрать сегодня? Жилье в новостройке или же все-таки на вторичном рынке? Новостройки выгоднее, так как присутствуют различные программы ДВИ и льготного ипотечного кредитования. На самом деле это фантастическая возможность для реализации каждому покупателю. Для вторичной недвижимости существуют дополнительные юридические риски, и практически каждый покупатель не знает, кто жил до него в квартире и какие последствия может нести за собой покупка вторичного жилья. Даже самые лучшие юридические проверки не застраховывают на 100% от различных юридических казусов. Поэтому мы
на самом деле рекомендуем приобретать новостройки. Также хотела бы Евгения дополнить. Мы все-таки на новостройке даем выбор, потому что все-таки лучшее современное техническое и инженерное решение будет. Мгм. А может, тогда поподробнее расскажете, какие аспекты стоит учитывать при покупке квартиры, да? На что нужно обратить в первую очередь особое внимание? Да, есть несколько факторов, я бы выделил основных два. Первый — это сама квартира, то есть ее планировка, отсутствие бесполезных пространств, таких как больших коридоров, потому что они скрадывают жилую площадь, качественная и хорошая геометрия комнат, чтобы можно было хорошо и качественно расставить мебель. Также есть моменты, связанные с высотой потолков, которые влияют на выбор покупателей. Большой выбор будет планировочных решений, их более 50 вариантов, что дает возможность большого выбора покупателя. Вот, кстати, недавно буквально моя сестра столкнулась с такой проблемой, да, как выбор индивидуальной планировки, да, потому что все-таки вы уже затронули тему о том, что стандартная высота потолка, да, существует, да, есть такое же понятие еще, когда есть балкон, нет балкона, да, либо нам навязывают, что балкон должен быть только на выходе из кухни, да. Возможно ли здесь как-то продумать заранее, договориться о том, чтобы у меня высота потолка была, допустим, больше, либо ниже? Давайте я отвечу на этот вопрос. По поводу высоты потолков вообще бывают разные высоты потолков. Стандартная считается 2,8 метра. В нашем проекте предусмотрены разнообразные виды высот от 2,8 метра, 3 метра и даже 3,3 метра. То есть выбор есть? Выбор большой. Угу. Плюс ко всему, мы знаем и слышим от многих людей, что очень важно в северных регионах наличие именно застекленных лоджий. Да. Для нас это очень важно, потому что большая часть продуктов в зимний период хранится именно там, да? Безусловно. Естественно. Угу. Вернемся тогда ко второму важному фактору, да, это благоустройство, да, потому что, выбирая квартиру, мы же выбираем не только комнаты, в которых мы будем жить, нас интересует также и инфраструктура, что находится рядом, и какие социальные объекты, да. Что, на ваш взгляд, является самым важным в этом моменте? По поводу инфраструктуры. Очень важно, чтобы была хорошая, качественно распределенная инфраструктура в самом доме, в его окружении, потому что в современном мире люди покупают не только квартиру, но и то, что находится вокруг нее. Магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи товаров. Ну и, соответственно, для женщин салоны красоты — это неотъемлемая часть, мне кажется, повседневной практически жизни. Плюс одной из наболевших тем является благоустройство. Допустим, сейчас мы уже на начальных этапах ведем переговоры с компанией, которая нам будет перед вводом в эксплуатацию делать озеленение. И уже сейчас они высаживают саженцы для будущих деревьев, которые будут расти в новом жилом комплексе. Также еще очень важно это вид из окна. В нашем новом комплексе будет более 80% квартир, которые будут иметь вид на реку. Это очень, да, такое простор. главное преимущество, наверное, да, ЖК «Ленские высоты». Еще очень важный момент при выборе вообще новостройки, при выборе локации, это окружение, это природное окружение, наличие прогулочных зон. В нашем комплексе новом будет предусмотрена собственная благоустроенная набережная протяженностью более километра, где будут находиться разнообразные виды зон отдыха, прогулок для взрослых, так и для детей. Также еще хотела бы отметить то, что в нашем комплексе будет детская игровая площадка внутри дома без выхода на улицу, то есть доступом через дом. Да, тут я бы, наверное, чуть-чуть уточнил, и это очень важно. Это будет теплая детская игровая. То есть круглогодичная. Круглогодичная, безусловно. Также будут предусмотрены теплые паркинги и, как Айсена правильно заметила, выход, в том числе в коммерческие помещения первой необходимости, которые я уже перечислил, также не выходя на улицу, что, безусловно, важно для всех, для взрослых и для детей в том числе. Ну, насколько я понимаю, подобных кварталов в нашей столице еще не было.
То есть у нас и инфраструктура, и благоустройство. Так еще и о детях позаботились, да, у нас будет круглогодичная площадка, это огромный плюс для семей, да, ну и, конечно, красавица Лена за окном не может не радовать глаз. Набережная. Набережная прекрасная, еще и погулять, можно и спортом заняться, да. Ну и самое главное, конечно, теплый паркинг. Для нас, для жителей северной столицы, это, конечно, очень так... основополагающий такой момент при выборе квартиры, да. Ну а давайте поговорим на тему бронирования квартиры, да. Все-таки это гарантия того, что потребитель действительно хочет приобрести квартиру, ну а самое главное, он желает не упустить ее, да. Предусмотрена ли такая программа в жилом комплексе Ленские высоты? Да, действительно, бронирование — это тот момент, когда покупатель изъявляет свое желание приобрести квартиру. Бронирование возможно. С учетом современных технологий его можно провести даже не находясь в Якутске. Также можно провести и онлайн-консультацию, онлайн-сделку. Все возможности современных технологий мы используем. Спасибо большое, Айсена, спасибо большое, Евгений. Мы, конечно, надеемся на то, что этот квартал Ленские высоты будет вообще не только таким, знаете, украшением, но и неким достоянием и примером для других застройщиков. Да, спасибо вам большое. Мы действительно сами уверены в том, что квартал Ленские высоты станет жемчужиной не только Якутска, но и всей республики Якутия-Саха. Сегодня 29 марта, и занимать деньги в этот день совершенно нельзя. Иначе весь год придется провести в долгах. Лучше отложить их, например, на новенькое жилье в новом ЖК. В этот день также нельзя переезжать на новое место, ведь начнутся проблемы, поэтому лучше запланировать переезд совершенно на другой день. А вот сегодня нужно заняться своим любимым транспортом и подготовить его к весеннему, а возможно и к летнему сезону. Неважно, телега это, велосипед или машина, он прослужит вам долго и не будет ломаться. Какие еще даты и события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 29 марта. Сегодня день специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. По народному календарю Саввин или Тележный день. На Руси считалось, что на Саввина нужно было посвятить день телеги, осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. Это день в истории. В 1696 году в этот день Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора. В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. А в 1998 году в этот день в Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост. В этот день родились Алексей Михайлович Романов, чишайший русский царь, Дмитрий Бибиков, российский военный и государственный деятель, Станислав Говорухин, советский российский актер, кинорежиссер, сценарист, Юрий Буркин, российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант и Владимир Пресняков, советский российский эстрадный певец, композитор, актер. Именины сегодня отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан. Продолжаем пробуждаться в это пятничное утро вместе с нами. Утренняя активность заряжает энергией, настраивает на продуктивный день. Всего несколько минут упражнений помогут активизировать обмен веществ и лучше себя чувствовать до самого вечера. Встаем и повторяем вместе с нами. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, я фитнес-тренер спортивного клуба «Стафит», и сегодня я предлагаю вам тренировку для всего тела. Поехали!
этом наша тренировка закончена. Всем отличного дня. Любите спорт. Потянулись, проснулись, запустили все функции организма, можно перейти к следующему утреннему ритуалу. И это, конечно, завтрак. Вечный вопрос, когда же лучше завтракать, до зарядки или после? Как показало бельгийское исследование, люди, завтракающие перед утренним фитнесом, не теряют веса. Ну а если вам не нужно худеть, то можно спокойно наедаться и перед зарядкой или перед утренней пробежкой. Доброе утро, Якутск. Меня зовут Андрей Краснов, и я шеф-повар ресторана Kitchen. И сегодня мы с вами приготовим на завтрак жареную манную кашу с яйцом пашот. Для этого нам понадобится манная крупа, сливочное масло, сахар, яйцо, молоко и репчатый лук. Первым делом нам нужно нарезать репчатый лук полосками и карамелизировать его на огне. И добавляем сахар. Сразу сахар посыпаем, чтобы он карамелизировался у нас. Довольно-таки интересное вообще сочетание. Жареная манная крупа, лук жареный и еще яйцо пашот. Прямо все привыкли кушать обычную манную кашу, сладкая, там, без комочков, как в детстве. На плиту прогреваем на средней температуре и будем добавлять манную крупу 6 столовых ложек. Периодически помешиваем, чтобы манная крупа у нас не сгорела. Она должна тоже приобрести характерный такой коричневый цвет с таким как бы ароматом. Манку жарим обязательно на сухой поверхности, потому что если добавить масло, то оно все в кашу, в комок превратится, и мы не достигнем того эффекта, который нам нужен. Так, манку мы обжарили слегка, она уже готова. Вливаем молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доводим до кипения нашу манную кашу. В течение 3-5 минут добавляем соли, сахара. Почему еще важно помешивать постоянно? Это не только для того, чтобы не было комочков. А манка, она по своим характерным как бы свойствам, как и мука, имеет свойство оседать. И поэтому, если мы не будем помешивать, она осядет на дно кастрюли и начнет пригорать. Поэтому мы должны периодически все это время помешивать, чтобы она как бы довести ее до загустения. И как бы в принципе все, она готова. Покажу один способ, как можно из любого в принципе вообще яйца приготовить идеальное яйцо пашот. Для этого мы берем шумовку, это поварешка с дырками, берем тарелочку и разбиваем наше яйцо в эту шумовку. Как раз таки вот именно сейчас вот этот жидкий весь белок, он стекает в миску. И у нас его не будет. Вот она, вот эта вот часть, которая нам не нужна. При помощи столовой ложки мы создаем сейчас воронку. Раскрутили. И добавляем яйцо. В течение 1-2 минут наше яйцо пашот будет готово. Каша получилась идеальная, без комочков. Для подачи мы берем карамелизированный лук, выкладываем его в кашу и наше яйцо пашот. Все это можно украсить зеленью. Наша жареная манная каша с яйцом пашот готова. Я желаю вам всем доброго утра и приятного аппетита. Паша, продолжая тему нашего вкусного утра. Используешь ли ты шампиньоны, либо другие грибы, например, на завтрак? Сам лично нет. В принципе, шампиньоны ем, грибы очень редкие виды.
очень редкие виды. Но вот, кстати, шампиньоны очень хорошо подходят именно для завтрака. Слегка в яичницу добавил, и яичница зазвучала по-другому. Да, но если вы любите шампиньоны, то сегодня ваш день, потому что сегодня день шампиньона. Интересный праздник был придуман в честь дня рождения легендарного российского ученого-селекционера Ефима Андреевича Грачева. Он создал уникальную систему полива и ухода, а также конструкцию теплицы, которая обходилась без дополнительных источников тепла для выращивания шампиньонов. Можно сказать, создал первую грибную ферму. Говоря нынешним языком, его шампиньонный бизнес обеспечивал треть всей потребности столицы империи. Ефим Грачев прославился на всю Европу, став членом Парижской академии сельского хозяйства, промышленности и торговли. Шампиньоны считаются универсальными грибами. Их с успехом можно готовить разными способами, сочетать и с мясом, и с рыбой, с овощами, яйцами и многими другими продуктами. Так что если сегодня вы решите сделать жульен, либо крем-суп, или просто нафаршировать шампиньоны сыром, то сегодня самый удачный день для этого. И тем самым вы отдадите дань памяти Ефиму Грачеву. Да, все именно так. Ну и в целом физнагрузки утренние выполнили, позавтракали, накормили всех. Самое время уделить внимание братьям нашим меньшим. И если таких питомцев, как собак, достаточно просто выгулять и накормить, то таким милым существам, как декоративный кролик, необходим определенный уход. При выборе кролика в качестве домашнего любимца нужно быть готовым к трудностям, так как длинношерстные питомцы не могут должным образом ухаживать за собой. А помимо очаровательной внешности и живого характера, эти милые существа имеют много достоинств. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам о кроликах. Кролики имеют два вида. Есть декоративный вид, у них более короткие лапки и меньше размером. И также есть мясной вид. У них длинные уши, и размер их может достигать до 5 килограмм и более. Питаются кролики сеном, фруктами, овощами, сухими кормами, которые продаются в зоомагазинах. В доме можно держать их в клетке размером примерно 120 на 70 сантиметров и выпускать их погулять. По интеллекту кролики примерно равны котам, то есть они могут выбрать себе угол, куда они могут ходить в туалет. Можете, если пускаете его на улицу, либо оставить клетку открытой, либо же поставить лоток в углу, который он выбрал. Они достаточно бывают злопамятными, поэтому хозяев, которые их могут обидеть, они могут держать на них обиду, пописать или покакать им в кровать. Живут они примерно 7 лет. По характеру достаточно активные животные и очень дружелюбные. Четвертый педагогический конгресс «Единая система образования. Вызовы, возможности и стратегии развития в муниципальном контексте» проводится в юбилейное 150-летие муниципальной системы образования и посвящается памяти нашего выдающегося земляка, первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Он являлся инициатором и идейным вдохновителем педагогических конгрессов в Хангаласском улусе. И сегодня у нас в гостях начальник муниципального учреждения Хангаласское районное управление образования Аргунов Павел и доцент кафедры дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Института развития образования Краснодарского края, член методологического совета конкурса «Воспитатель года России», наставник абсолютного победителя и 8 лауреатов конкурса «Воспитатель года России» Илюхина Юлия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 150 лет прошло со дня открытия первой школы, да, в Западно-Кангаласском улусе. Все этапы истории нашей страны, да, пришлось пережить педагогам этого района. Чем же живет сегодня система образования улуса, расскажите? И каковы сегодня приоритеты работы учителей? Ну, на сегодня система образования улуса динамично развивается благодаря, в первую очередь, Конгрессам. В 2013 году Михаил Ефимович Николаев, наш выдающийся земляк, инициировал проведение первого Конгресса. Конгресс – это такая форма работы в нашем районе, когда собираются все образовательные организации, педагоги, и мы рассматриваем, на какой стадии развития сегодня находимся, ознакомливаемся с новыми трендами, вызовами в образовании, и оттуда берем как раз то, что нам будет полезно для внедрения в образовательный процесс, и чтобы наши детки развивались в соответствии с современными вызовами, что и у нас в названии Конгресса 4-го проявлено.
Ну, получается, если я не ошибаюсь, с 2013 года конгрессы проводятся. Да, в форматы. 2013 году первый конгресс, в 2015 второй конгресс, и в 2018 году третий конгресс, и потом ковидные времена, и только в этом году мы провели, к сожалению, без Михаила Ефимовича, четвертый конгресс. Но в целом какую-то можно, ну, то есть результаты конгресса все-таки, я так понимаю, да, какие-то методические рекомендации появляются в результате его, или помимо этого еще какие-то цели конгресса есть, и, может быть, даже какие-то результаты? Благодаря конгрессам вся образовательная организация, образовательный процесс весь на сегодня именно внедрены именно итоги работы этих трех конгрессов. Это шахматы, дебаты, музыка для всех, рисуем все, школьный спортивный клуб, дебаты и очень много. Юлия Валерьевна, вы выступаете руководителем секции дошкольное образование сегодня, да? Фокус на субъективность. На Что субъектность. Же такое? На субъектность, простите. А кто же такой тогда субъект? Субъект — это хозяин своей жизни. Это человек, который меняет свой мир вокруг себя, но при этом уважает интересы других людей, соблюдает границы, правила, которые приняты обществом, культуру, традиции сохраняет. Такая вот Ну, а как вот, допустим, для начала вообще из чего состоит, да, вообще субъектность? И вот мы говорим все-таки о дошкольном, да, образовании, в детском садике. Как можно вот выявить вот этот термин Да. просто воочию? Да, это очень хороший вопрос. В детском саду действительно субъектность в полной мере не проявится. Мы ставим задачу только увидеть ее первые ростки, поддержать их, сохранить, укрепить и дальше передать в школу, в систему общего образования. Состоит субъектность из 4 основных блоков, да, 4 основных китов. Тут я услышала много раз слово «киты», и теперь тоже его в словарный запас свой ввожу. Так вот, 4 основных кита, да, это инициатива человека, желание что-то изменить. Это его самостоятельность. В этом процессе ему нужно будет действовать самостоятельно, исходя из собственного ресурса, искать эти ресурсы у других, привлекать эти ресурсы другие, точнее. Затем это следующая составляющая — ответственность за тот результат, который он получает. В любом случае положительный, он результат отрицательный, нужно нести за него ответственность. И 4-е, последнее — это ответственность за соблюдение и действия в условиях соблюдения правил, принятых в данном обществе. Это мы сейчас поговорим по большей части о дискуссионной лекции субъектов в дошколке, потому что дошкольное образование, да, упомянули. Еще практикум есть субъект на занятиях. Да. Какие вообще занятия бывают, как для чего создавать и детскую цель находить, направлять их? Занятия бывают абсолютно разные классификации существуют. Можно их делить на обучающие, итоговые. Я когда-то их стала делить на интересные и неинтересные, и продолжаю это делать до сих пор. Интересные занятия, те занятия, на которых дети действительно выступают субъектами, где они могут определять для себя и цель действия своего, и план осуществлять. Самое элементарное, самое простое на разных возрастных этапах будет усложнение или упрощение, но они уже могут выбирать что-то для себя. И вот этому мы учились как раз на практикуме. Ставить детскую цель, создавать ситуации выбора, такие, которые будут доступны возрасту, образовательным задачам взрослого, которые все это будут гармонично сочетать. Ну, еще есть такой термин, да, субъект в говорящем доме. Да. Это очень интересно, потому что, во-первых, Что такое такое говорящий говорящий дом, и кто может выступать там, или что может выступать там субъектом? Ну, субъект — это всегда личность, это всегда дети, люди, да, дети, взрослые. А говорящий дом — это одно из, это мое авторское, в общем-то, да, наименование именно говорящий дом. Но сам термин «говорящая среда» — это сейчас такой тренд в дошколке, не только не одного региона, да, а всей Российской Федерации. Это про то, что среда непосредственно разговаривает с ребенком напрямую, донося ему какую-то информацию, абсолютно разную, да, и самый главный принципиальный в ней момент — это донесение голоса ребенка до нас, до взрослых. Это следы детской деятельности, это их планы, это их мечты, это их какие-то особенности личности, которые доносятся прямо со стен, с пола, с потолка и так далее. И вот когда мы говорим о создании условий для субъектности в говорящем доме, мы как раз пробуем разные инструменты, благодаря которым вот эта функция субъекта будет проявляться, где дети могут спланировать, как они это могут делать, как это может зафиксироваться, быть там на стене или там на каких-то специальных пособиях, которые воспитатель придумывает.
Очень интересно, да, вот мне кажется, я бы с уверенностью отдала своего ребенка вот в руки такого опытного профессионала, потому что действительно работа проделана огромная, да, и мне кажется, именно ваши знания сегодня, да, будут очень полезны нашим, да, дошкольным преподавателям и, собственно, детям, мне кажется, в садике и родителям. будут, и родителям, да. Это правда. И детям станет проще и радостнее расти, правильно? Ведь все-таки дети Такая наше цель. будущее. Такая цель. Ну, будем надеяться, она будет достигнута. Спасибо вам большое еще раз, что пришли в нашу студию. Хорошего вам дня. Ну, а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Венгрия заявила, что не создает препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта. Мы выдаем визы для российских путешественников без каких-либо проблем. Мы не меняли методологию выдачи виз. Румыния будет выдавать единые шенгенские визы с 31 марта этого года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, отметили в диппредставительстве. В России с 1 апреля для сдачи экзамена по правилам дорожного движения и получения водительского удостоверения будет необходимо предоставлять СНИЛС. В случае отсутствия страхового номера индивидуального лицевого счета госавтоинспекция самостоятельно запросит необходимые данные. Необходимо также будет предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык таких иностранных документов, как паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав. В Якутске в креативном кластере «Квартал труда» прошло большое мероприятие, посвященное вопросам импортозамещения. Российские потребители и компании могли познакомиться с отечественными разработками, которые придут на смену иностранных компаний, ушедших из России. В условиях санкционного давления российские инженеры и разработчики создают продукты, которые смогут свободно и без дискомфорта для пользователей интегрироваться во всех сферах российской экономики. На форуме можно было познакомиться и с отечественным программным обеспечением, и с разработками беспилотных летательных аппаратов, созданных в России. Хотим показать в том, что есть продукты, которые действительно работают. Они могут синхронизироваться и работать совместно. Да? Такие компании, как компания Astra Linux, это операционные системы, продукции виртуализации, резервного копирования, масса продуктов. Компания Мой Офис – это аналог Microsoft Office, чтобы люди знали о том, что те продукты, от которых им придется отказаться в офисе, они есть у нас в России. Второй день республиканского съезда сельхозкооператива продолжился образовательными семинарами от ведущих экспертов России. Участники съезда обсудили финансирование расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива, распределение прибыли и убытков и роль ревизионных союзов. Экспертами выступили представители российской организации «Агроконтроль», деятельность которой – оказание услуг в области бухгалтерского учета, проведение финансового аудита и налоговое консультирование. Также участники обсудили выстраивание правильного пути деятельности по агротуризму. В рамках съезда будет организована ярмарка вакансий предприятий агропромышленного комплекса. Очень мощная финансовая поддержка. Это здорово, это ощущается, это существенно. Но узким местом остается именно освоение технологий, освоение того, как члены кооперативов должны планировать работу кооперативов, должны планировать свою деятельность. Ничего в кооперации нельзя сделать без сознательности, без грамотности, без знаний. Конечно, поле еще пока не паханное, и здесь есть еще чем заниматься. Но мы верим, что это даст результат. И когда-нибудь к вам будут приезжать учиться кооперации, потому что жители вашей республики, ваши сельскохозяйственные производители этого достойны. Медицинское обеспечение – обязательное условие на любых соревнованиях. Пятую республиканскую спартакиаду по зимним видам спорта обслуживает бригада врачей и медсестер Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. 9 специалистов ежедневно дежурят на всех площадках. В Алдане медики работают на соревнованиях по 7 видам спорта, а в Нерюнгре – в 3 дисциплинах. В случае получения травмы врачи проводят первичный осмотр спортсмена, оказывают первую помощь и при необходимости вызывают скорую.
вызываем скорую медицинскую помощь. Если человек получил травму, такой средней тяжести, то вызываем скорую помощь. Мы его увозим в центральную районную больницу. Смотрит профильный специалист. Если это такая травма, то травматолог. Соответствующий он назначает исследование или рентген-исследование, или компьютерную томографию. Ставится диагноз именно узким специалистам. Далее это передается спортивному врачу, и там же рассматривается его дальнейшее участие. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Ну а сейчас на очереди наша традиционная рубрика «Музейный гид». Давайте немножко культурно просвещаться будем вместе с вами. В искусстве современного художника-графика Туяры Ефимовны Шапошниковой сложился по-новому народный эпос и мифотворчество якутского народа. В своих произведениях она прежде всего опирается на рукотворное наследие своих предков, на изделия из бересты, из кости, табакерки. И ее мир сложился в итоге очень красочный и реальный, декоративный, с богатым сюжетом и орнаментальным искусством. В 2000 году Туяра Ефимовна обращается к сюжетам устного исторического наследия своего народа, к Илиаде, о первопредках якутов. В эту известную серию вошел лист «Дом Амагоя». Согласно легенде, у Амагоя были две дочери, которым сватался молодой, красивый юноша Иляй. И, вопреки желанию отца, Иляй выбирает нелюбимую дочь Амагоя. Разъяренный отец в гневе прогоняет молодоженов из дома и дает в приданное им только худую, тощенькую корову. Литография условно делится на три части, на три мира. Туяра Шапошникова в верхней части изобразила балаган, якутское жилище. И рядом стоит дочь Амагоя, которая в отчаянии подняла руки вверх. В средней части располагаются все элементы якутской культуры. Коновязь, серге, изгородь якутская и фигурки лошадей. В нижней части располагаются ураса, летнее жилище якутов, тощенькая корова, которую Амагой-бай отдал молодоженам как приданное, и рядом стоит фигурка дочери Амагоя, которую выбрал Иляй себе в жены. Край листа у художницы соотнесен с краем мира. Именно поэтому она находится в самом низу у края. И обратите внимание, чем она занимается. Она пахтает. Действие девушки носит глубокий смысл. Оно сравнивается с брачной символикой. Процесс пахтания кумыса в мифах тюркских народов означает сотворение мира. Холодные цветовые оттенки листа олицетворяют образ самого Амагой-бая, приверженца патриархальных взглядов, консерватора. Он противопоставлен Иляю, новатору, олицетворяющему новую счастливую жизнь. Также темные оттенки напоминают нам о драматичности древнего сюжета. Девушка, которую отверг Иляй, с тоски наложила на себя руки, а его жена, которую выбрал Иляй, родила ему 5 сыновей, от которых, согласно легенде, произошли новые 5 якутских родов.
С 15 марта 2024 года в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия для всех ценителей и почитателей искусства начала работу свою новая выставка «Дорогу осилит идущий» сценографа, живописца, графика, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Республики Саха-Якутия, народного художника Республики Саха-Якутия Николая Николаевича Попова. И сегодня у нас в гостях автор выставки непосредственно сам Николай Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Николай Николаевич, уже более 47 лет вы создаете удивительное пространство для спектаклей разного жанра русского государственного театра имени Пушкина. Как вообще ваш жизненный путь, вернемся там, почти на 50 лет назад, как жизненный путь вас привел к театру? Ну, к театру привел меня банальный переезд в город Якутск. Но если покопаться, это, наверное, издалека, еще с детства, да. Мы дети послевоенные, 47-й год. Отец, когда приехал с войны в 46-м году, и я родился. И, естественно, в сельских районах не было телевидения, радио. Вот. И жизнь была очень такой провинциальной. И вот, видимо, Всесоюзный фестиваль молодежи 1957 года, да, видимо, шла какая-то подготовка. И у нас вот в доме, местном Дома культуры заведовал человек, музыкант, художник, потом бывший, впоследствии был моим зятем. И вот он руководил всем этим хозяйством. И, видимо, там шел отбор, и, значит, местное население одевалось в какие-то костюмы богатырей и пробовали петь какие-то из Олонхо, представление такое было. И вот это запало мне в душу, молодому человеку, 9 лет. Вот. И я впервые увидел этих богатырей нашего якутского эпоса. Ну и дальше учеба, потом переехал в Намский улус, это как бы центральный улус, и люди более развитые и так далее. И оканчивая эту школу, я стал на перепутье, куда поступить. И как раз пришло 3 места, значит, Министерство образования, Ленинградский вуз. Ленинград — это институт имени Герцена, художественно-графический факультет. Всего 3 места. Ну, поступали мы 16 человек, конкурс выдержали. То есть, собственно, вот так практически, ну, вы не могли и выбрать другую профессию, да, потому что с детства вот эта профессия шла как-то рядом с вами, как будто бы, да? Ну и, собственно, вернемся все-таки к выставке, которая вот сейчас, да, могут посмотреть жители и гости нашей столицы. Выставка называется «Дорогу осилит идущий», да? Вот как вы выбирали, отбирали, наверное, по какому принципу, да, свои работы, да, ведь у вас огромнейший опыт, и, наверное, эскизов, макетов, декораций, костюмов у вас огромное множество. Ну, до этого я еще делал персональные выставки, и в театре делал, на юбилейные даты русского театра и так далее. И вот осенью 23 года я сделал выставку, то же самое, но посвятил там как раз ко дню рождения своей супруги. Ей исполнилось тогда 75 лет, и мы в Русском театре это отмечали. Ну, обозвал эту работу, выставку посвящения. И как бы заодно собрал все мои рисунки, эскизы. И получилась как бы подготовкой к этой выставке. Репетиция выставки была, да? То есть у вас Репетиция. уже база была, да? База была. Ну, что будет интересно зрителям сегодня, да? Вот кому обязательно стоит посетить эту выставку? Ну, я думаю, интересно это, во-первых, все равно зрителям театральным, потому что они должны ознакомиться, как рождается спектакль. Вот. И потом мало знают театральных художников. Персонально вообще они могут
и не перечислить, потому что театральные художники, они редкие, это редко, есть сценографы. Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, театральным зрителям и учащимся учреждений культуры. Ну, типа художественное училище, АГК и так далее. А как долго будет работать выставка для посетителей? Может быть, еще какие-то мероприятия в рамках этой выставки запланированы? Ну, мы открытие 15 марта сделали. Выставка планируется до 15 апреля выставляться, работать. Ну и там будут проводиться экскурсии, соответственно, с ознакомлением с автором. То есть с вами пообщаться можно будет? Да. Лично. Ну что, дорогие наши телезрители, обязательно посетите уникальную выставку Николая Николаевича. Я думаю, интересно будет всем. Ну а самое главное, можно поговорить вот с человеком легенды лично, да, и узнать, как создавались те или иные костюмы, да, какой у него потрясающий опыт. Ну и, конечно, восхититься его работами. Николай Николаевич, спасибо вам большое. Это будет очень интересное ознакомление, то что, вот, причем правильно сказали, мало известных вообще сценографов есть, людей, которые в том числе костюмы создают, потому что однажды общался с человеком из профессии, и для меня было открытием, что на костюмах театральных там как бы тень даже тоже иногда рисуют прямо на самом костюме, вот эти, под складками тень, например, не все светом играется. Спасибо большое, приходите посмотреть, это будет интересно. Ну а мы готовы подвести итоги нашей утренней викторины, связанной с играми «Дети Азии». Давайте повторим опять наш вопрос. Вопрос звучал так. Сколько видов спорта было в программе первых игр «Дети Азии»? И правильный ответ – 8 видов спорта. Это легкая атлетика, вольная борьба, бокс, шашки, шахматы, дзюдо, стрельба из лука и настольный теннис. Да. Ну, мы, в принципе, у нас есть даже человек, который ответил прям с перечислением всех видов, но вопрос все-таки звучал, сколько просто видов было спорта. Самое главное было назвать цифру. Первое это сделала Мария Маша, так, во всяком случае, в Телеграме называется человек, такое имя себе дал. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, как получить ваш подарок. Это шопер с символикой 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые в Якутске пройдут уже этим летом. А завершаем мы наш выпуск сегодня музыкальным приветом от участника нашего телепроекта «Вот это да». Это художественный руководитель Дома культуры поселка Нижний Куранах Даниил Абуткин. Спускается ночь, только мне все не спится, и время бежит, словно в речке вода. Дай крылья мне, Бог, чтобы стать вольной птицей и к маме лететь в отчий дом, как тогда. Лишь мама поймет, как душа моя рвется и молится вновь каждый день обо мне. Да в жизни порой все не просто дается, но нету молитвы на свете сильней. Благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи. Ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. А сколько еще и дорог, и скитаний готовит судьба каждый день, каждый час. Но в сердце полно счастья и ожиданий, как мне не хватает вновь маминых глаз. Лишь только любовь мои раны залечит, когда снова маму смогу я обнять. Настанет тот день, и тогда станет легче, ведь мама умеет и верить, и ждать. Благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи. Ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. Благодарю за все тебя, родная мама, стою
под сводами святого храма молюсь. Держу в руках немые свечи, ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. Благодарю за все тебя, родная мама, знаю. Под сводами святого храма молюсь. Держу в руках немые свечи, ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит